Друзья, всем доброго вечера. Мы опять на реке. Как вчера я вам говорил, встретимся на реке. Так что пропадала я ненадолго. Но сегодня у нас времени еще меньше. Сегодня уже у нас без 15:07, буквально час-полтора и будет темнеть. Были дела, занимался домашними делами. Обрадовать друзей с низовий ничем не смогу, потому что вода не падает у нас даже немножко. С вчерашнего дня она поднялась, так что как-то вот так. Лета не будет, потому что понедельник, вторник по прогнозу опять же похолодание, дожди, а еще и с ветром. Но пока ветра нету сильного. Сегодня, конечно, ветерок есть, но не сильный. И пока нет дождя, мы будем вечерком по возможности выходить. Так что приступаем к рыбалке. Поехали. Сегодня мы будем кидать в основном спиннинг. Удочку я взял, но скорее всего я так и не достану ее. И сегодня я попробую вот балансир. Вот сделал вот такую снасть. Вот такая вот зимняя удочка у меня будет на глубине. Хочу стать. Поставлю какой-нибудь балансирчик и попробуем. Поехали. Так, сегодня будем пробовать ловить вот на такой балансир. Балансир еще новый. Я его даже зимой не пробовал. Какая-то Рози Дам, ну не знаю. Покупал я его давно, но что-то все никак не получалось у меня испробовать его. И вот наконец-то настал тот час, когда я все-таки попробую его. А не пробовал почему? Потому что у меня на балансирной удочке стоял нормальный балансир, полностью металлический, без такого пластикового хвоста. И он отлично ловил. Этот вон с такой капелькой. Тут даже блестяшка на конце. Я так думаю, если окунь есть, он должен клюнуть. Поставил поводок, потому что если ударить щука, мне будет жалко терять балансир. Я знаю, что с поводком похуже, но все-таки. Ну и что, пробуем. Ну что, друзья, балансир работает. Вот второй уже кушок. Там возле берега было мелко. Я не стал. Попробовал, не клюет. Покидал спиннинг, не клюет. Вот буквально отъехал метров 10. Здесь немного поглубже. Буквально 2 заброса. И поклевка была. Так что зимние снасти работают. Эксперимент удался. Я уже поймал 2 окушка. Одного за одним. Вот сейчас включил камеру. И пока тишина. Что, впрочем, как всегда. Но поклевки были. Теперь их нет. Так, что-то мне подсказывает. Надо, наверное, прицепить балансир на поплавочную удочку, чтобы можно было обкидывать побольше территорию. И попробовать половить на удочку. На балансир клюет, это я сам видел. Но возможно окунь боится лодки. Так, была поклевка. Была поклевка на балансир. Тюкнул. Опа, вот он. Вот он окушочек. Третий окунь. Так что у нас сегодня будет рыбалка на балансир.
была поклевка. Получается, окунь тот, что есть, он клюет. Так, а вот такой я балансир поставлю на удочку. Вот такой, не знаю, будет он работать, не будет. С тройничком, с капелькой тоже, типа серебристой рыбки, сверху зеленый цвет. Такой хлебковатый, правда, но какой-то Дагмастер. Дагмастер так всегда, вы всегда будете с уловом. С приманкой фирмы Дагмастер. Наши приманки действительно работают. Удачные рыбалки. 5-го года выпуска. Сколько лет я уже назад покупал ее. Ну вот наконец-то настал тот час, когда эта приманка увидит белый свет. Так, теперь я этот балансир могу закинуть куда угодно. В радиусе 6 метров от удочки, от лодки. Даже больше. Так, друзья, эксперимент с балансиром на удочке провалился. Не клюет. А почему я обратно поставил крючок? Потому что здесь кто-то нагло плещется. Какая-то рыба. То ли ясь, то ли окунь, то ли сиг. Не знаю кто. Но кто-то плещется. Если не берет балансир, я решил попробовать на червя. Обратно поставил крючок. Нашел в лодке червя. Их тут у меня много ползало. Как-то с ведра убежали. И попробуем на червячка. Кто-то наглым образом плескался прямо здесь, недалеко от лодки. Вот он, вот он, вот. Вот я закинул, и был всплеск рядом, буквально в метре. Ну, если ты рыба, то червя-то ты должен есть. Может, это сижок? Но сиг тоже червя ест, по идее. Не хочет. Странная рыба. Что ей надо-то? Так, если он плещется, попробуем такой вариант. Нашел старого сухого овода. Вот он. Был в кармане. Поднимаем грузило до поплавка, чтобы овод плавал. И попробуем вот так на верховую. На овода у нас таинственная рыба тоже не клюнула. Поставил червяк, клюнул ёршик маленький. Короче, ну и нафиг этих рыб. О. Короче, я понял, что зря теряю время. Взял спиннинг, первый заброс, и сразу же кто-то дергал. Так что опа, вот он. Была поклевка, вот вот такой вот. Опа, опа, в лодку. Попал в лодку, сошел. Вот такой, еще и колется. Вот такой вот красивый окушарик. А я тут их, понимаете ли, пытаюсь ловить на балансир, на червя.
на овода. Вон, классика жанра. Виброхвост, чебурашка, джиголовка. И сразу последовала поклевка. Чебурашка заглубляет. Виброхвост идет поглубже. Вот. Энскадан. Так, мне эта удочка мешает, надо бы ее поднять. А я столько времени потерял с этой удочкой. О, сразу третья поклевка. Сход. Скорее всего, это из-за по времени, наверное, клюет. Вон, солнышко садится и пошло клевать. Подряд третья поклевка была. Двое в лодку, один сход. О! Так, короче, поставил я вот такую блесенку, вертушку. Был тройничок, один крючок обломан. Теперь это двойник. Клюнуло 2 окуня уже. Я не знаю, в чем причина. Такое чувство, что окуня просто нет, который подходит, он берет. Потому что кидаешь, раз 5-6 бывает. Ни одной поклевки, потом бац, сразу 2 поклевки. Сейчас, если сразу будет третья поклевка, значит дело нету. Дело не в блеснах, а дело в том, что нету рыбы. Итак, мы опять меняем блесну. На этот раз вот такая вот блесенка с волосней, с вертушечкой. Вот такая вот интересная блесна. Сейчас посмотрим. На такую я еще раньше не рыбачил. Просто она у меня лежала у моей кучи блесен. Все покупаешь, а пользуешься 1-2. Блесна так и лежат неиспробованные. А почему? Да потому что клюет рыба. Когда вода маленькая, когда нормальная рыбалка, не надо ничего менять. Крупная блесна, значит щука. Поменьше, значит окунь. Вот мы вдвоем рыбачим с Ромкой. Или там с кем-нибудь. У одного крупная блесна. В надежде на щуку. У второго поменьше. И у нас все получается. Ловим и тех, и этих. Так, переехали, друзья, на другое место. Там поклевки полностью прекратились. Вот такая заводюха здесь. Песок. Течения практически нет. А вот здесь идет река. Снял чебурашку, так как здесь течение слабое, она не нужна.
Ну, что-то тоже не хочет. Не хочет, не хочет. О, что-то было. Есть. Нет. Была поклевка. Это была стопроцентная поклевка. Что-то дернуло. Короче, все-таки один окушок клюнул. Прибавил скорость. Крутил медленно, поклевок не было. Вот скорость прибавил. Окушочек клюнул. Решил попробовать с берега. И вот она поклевка. Что? Потихоньку смотришь. И сегодня на жареху натаскаем. Вернее, она уже, скорее всего, есть. Вот такая вот заводюха здесь. Так, головочка с твистером пошла работать. И пошла работать сразу. Вот он, окушок. С первого заброса. Энскадан. Где ясь весь? По идее он в кустах должен же быть. Почему он не клюет? На сети, говорят, хорошо попадает. Ну вот, наконец-то второй окунь. Забросов 30, наверное, сделал. И такое чувство, что его просто здесь нет. Потому что кидаешь, кидаешь. Потом хоп. Типа тюкнет. И сразу же потом берет. Друзья, камера была выключена. Смотрите, я кидал удочку. И вот он. Первый заброс джиголовки. И вот такой вот язина. Вот такой вот. Он близко к килограмму, грамм на 800 точно есть. Вот он. Вот он, друзья, вот он, язь. Я уже было отчаялся, что сегодня рыбалка не удалась. Еще как удалась. Он проглотил джиголовку. Я без сачка его просто тупо вытащил. Энскадан. С первого заброса сразу. Вот здесь вот. Может еще будет что. Бац, такой удар сразу. Первый заброс и сразу. Сколько было тишины. У меня GoPro уже выключилась сама. Там сколько, минут 10-15 бездействия, она выключается. Естественно, так быстро включиться она не смогла. Но это было красиво, конечно. Очень жаль, что так получилось. И опять же все, вот один и все. Один ударил. Ну не один же ведь он здесь. И ударил с первого заброса. До этого я кидал удочки с червяком. Ему было по барабану. Все обкидал вот оттуда. Сначала виброхвост гонял, потом удочку. Все, была тишина. Уже было... Собрался ехать домой. А дай-ка еще, думаю, пару раз закину. Закинул. И в нагляк вытащил нормально. Удочка выдержала спиннинг.
Так что тест прошла Янскада. Все, наступает ночь, и мы едем домой. После язя у нас поклевок больше не было, как бы я ни пытался. Он проплыл еще метров 200. И как обычно, подведение итогов. Сегодня у нас 12 окушков, всяких разных, от таких до таких. Видно, не видно. И вот такой вот язь. Вот такой вот язина. Красавец. Грамм на 800 по-любому будет. Так что выезжали не зря. Свежатинки поймали. Испробовали балансир. Что хотели, то и сделали. Ну как-то вот так. День закончился. Едем домой. И до скорой встречи. Мы обязательно еще встретимся на нашем канале. И у нас будет еще не одна рыбалка. Всем пока.